Южный Урал – многонациональный регион. В Челябинской области проживает около 150 народностей, вот так можно сказать. В том числе и башкиры, более 160 тысяч человек живут в Магнитогорске, Аргайше, Карабаше, Верхнеуральске, Челябинске, в Кизильском, Чебаркульском и в других районах области. Это мы к Дню народного единства вот так вот вспоминаемся. И у нас в гостях, конечно же, сегодня представители этого народа, а именно представитель Республики Башкортостан в Челябинской области Амур Хабибулин и председатель исполкома Башкирского Курултая Челябинской области Марис Юсупов. Доброе утро. Здравствуйте. Здравствуйте. Какие национальные проекты для башкир реализуются на территории Южного Урала? Давайте сразу вопрос в лоб. Ну, наверное, один из самых весомых проектов, которые в последнее время были реализованы, это создание газеты «Башкир» Челябинской области «Уралым» и одноименная передача, которая выходит на канале УТВ, также «Уралым» называется, выходит с периодичностью 2 раза в месяц пока. Я думаю, что в ближайшее будущее мы каждую неделю начнем выходить. Я думаю, что для башкир Челябинской области очень хорошо иметь свои средства массовой информации, газету, телепередачу. Ну, естественно, работает сайт Башкирского Курултая. Тем более, у нас их немало. Ну да. Помимо этого, конечно, реализуются проекты на территории области и по родному языку, и по работе с молодежью. То есть здесь и детские сабантуи, которые вот мы в последнее время начинаем выводить на межрегиональный уровень. Дай бог, когда-нибудь мы, наверное, на федеральный уровень его выведем, потому что, скажем так, культуру башкир, татар, именно через сабантуй можно прививать как бы и молодому поколению, обязательно это надо делать, потому что это традиции башкирского, татарского народов. Угу. А вот для молодежи, кроме этого, еще что-то, да, есть? Ну да, мы я знаю, что точно есть. Я бывала даже на таком мероприятии. Конечно, есть. Вот буквально мы в этом году, вот в феврале месяце, начали проект по Дню родного языка с привлечением учителей школ, более 35 школ в Челябинской области, где башкирский язык в школьную программу входит. Вот мы поэтому работаем как и с учителями, так и с учениками. В продолжение этого проекта мы с позапрошлого года реализуем такой проект «Этнолагеря», именно с башкирской тематикой. В этом году начали реализовать проект по КВНу на башкирском языке, для того, чтобы наши ребята могли участвовать в КВНе в Республике Башкортостан, то есть наши команды, они участвуют как бы в зональных первенствах. То есть они туда ездят, да? Да, сейчас мы готовимся. Кто-то ездит. Да, Марис Харисович, ваш отец известная легендарная личность, да, в Челябинске. Я так понимаю, ну, все-таки тренер по дзюдо, основатель школы дзюдо. Вы продолжаете его традиции или как? Ну да, в свое время, когда мой брат Марсель Харисович возглавил Башкирский Курултай Челябинской области. Он потом пошел на повышение уже на Всемирный Курултай в Уфу. И в тот момент, в 2006 году, было решено борьбу Куреш, национальная борьба татар и башкир, каким-то образом, скажем так, легализовать на территории области. То есть в рамках сабантуев, каких-то народных праздников она была, но мы решили создать федерацию борьбы на поясах и борьбы Куреш. И вот с тех пор открыто порядка там 25 залов в области, вот в тех районах, которые вы перечислили. Кстати, вы Кунашакский район не перечислили. Да, один из основной. Один из основных, опорных. И вот я возглавил эту федерацию, и вот на протяжении уже почти 10 лет наши ребята выезжают как на всероссийские, так и на международные старты. То есть я считаю, что именно в спортивной части все-таки удалось нам продолжить это дело и национальную борьбу уже вывести на уровень таких же видов спорта, как и все остальные. Амур Габидулович, скажите, пожалуйста, вот мне интересно, хорошо, вот башкортостанскую, башкирскую культуру прививают нам в Челябинской области, а есть ли наоборот, что вот в Башкортостан привозят что-то русское, народное, даже прививают им? Конкретно. Вы знаете, Республика Башкортостан, она имеет
очень теплые отношения с Челябинской областью. Вы знаете, что постоянно наши руководители встречаются, общаются. В этом году Рустем Закевич приезжал к Борису Александровичу. И очень было интересно, когда в том числе и в сфере культуры традиционно театры из Челябинской области, они приезжают и выступают на площадках Республики Башкортостан. Ну, конечно, в основном это столица Уфа. Вообще, Республика Башкортостан имеет такую самобытность, то есть буквально недавно, 11 октября, мы праздновали День Республики Башкортостан. Празднуем мы во многих регионах, то есть если наше представительство работает на территории всего Уральского федерального округа и Пермского края, то мы эти мероприятия в этом году осуществили на территории Челябинска и Екатеринбурга. То есть другие регионы тоже обязательно участвуют? Конечно, они участвуют и участвуют очень плодотворно, то есть и в сфере экономики. Также у нас очень хорошие взаимоотношения, то есть очень большой товарооборот между нашими субъектами. Ну, надеемся, что он будет еще выше, потому что те мероприятия, которые мы осуществляем, то есть они направлены именно на это, чтобы увеличивать наши интеграционные возможности с друг другом. Народное единство. Я знаю, что на башкирском спутниковом телевидении есть тоже утренняя программа. Салям. Наши Салям. коллеги. Наши коллеги. Да, спасибо большое вам за беседу. А я напомню, у нас в гостях были представители Республики Башкортостан, Челябинской области Амур Хабибулин и председатель исполкома башкирского Курултая Челябинской области Марис Юсупов.